Успех реализации инвестпроектов зависит не только от того, насколько богат регион, но и от доброжелательности его управленцев. Об этом заявил дальневосточный полпред Юрий Трутнев, который находится сегодня в Якутске с рабочим визитом. Сегодня вместе с губернаторами регионов Дальнего Востока он провел ряд совещаний, где обсуждали вопросы развития округа. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Якутия является одним из лучших регионов по привлечению инвесторов. Такое заключение сделал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Динамику привлечения инвесторов в региону Дальнего Востока одним из первых обсудили на заседании Совета под председательством полпреда. Наряду с Якутией в этот список вошли Сахалин и Амурская область. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2000 различных инвестпроектов, и успех в этом направлении, по мнению Трутнева, зависит не только от того, насколько богат регион, но и от доброжелательности его управленцев. Я считаю эту работу очень важной, потому что если приходят инвестиции, значит растет экономика. Если растет экономика, значит больше становится бюджет и больше возможностей для улучшения жизни людей, и динамика жизни региона другая. Между тем, в рамках заседания обсудили и вопрос введения льготной ипотеки по 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока. По словам главы Якутии Айсена Николаева, сейчас постановление Российской Федерации находится на завершающей стадии согласования, и в ближайшее время решение по ней уже будет подписано. Вопрос практически сегодня уже на завершающей стадии. Мы как раз сегодня под руководством Юрия Петровича Трутнева рассмотрели данный вопрос. Постановление правительства Российской Федерации находится уже на завершающей стадии согласования. Мы очень надеемся, что в ближайшие недели решение долгожданное о ипотеке под 2% для жителей, для семей, молодых семей Дальнего Востока будет подписано. Это решение позволит обзавестись жильем порядка 9000 молодым семьям Якутии. А строительство социальных объектов в рамках единой субсидии станет еще одним стимулом для развития региона в целом. В Якутии на эти цели выделено 6,7 миллиардов рублей. Из этих средств уже сдана школа номер 35 в Якутске. В 6 средних профессиональных учреждениях обновлена материально-техническая база. Также в этом году началось строительство второй очереди республиканского кардиологического диспансера, круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» и школы-сада в микрорайоне Кангаласы. Вы видите, что здесь у вас строится координационный центр, и это, в общем-то, большие затраты со стороны государства, но это важно и нужно. Президент принял решение о строительстве моста через Лену. Я думаю, что это существенным образом оживит и возможности для бизнеса, и для производства, и для жителей сделать это более удобным. Поэтому Якутия находится в тренде, она всегда занимает верхние строчки. Я здесь, в общем-то, бываю и всегда рад за республику, за ее динамику, несмотря на то, что в условиях довольно суровых, особенно в зимний период, сегодня мы находимся, если в Владивостоке плюсовая температура, то сегодня здесь минус 34, все это воспринимают вполне нормально. Также Трутнев отметил, что срыв сроков строительства социальной инфраструктуры в точках экономического роста Дальневосточного федерального округа может привести к потере бюджетных денег. В первую очередь губернаторы должны контролировать ход строительства. Мы сегодня по каждому субъекту посмотрели дорожную карту. Наибольшее количество губернаторов сказали, что даже по тем задержкам, которые сегодня в регионе есть, эти задержки будут исправлены и строительство войдет в график. На единую субсидию для строительства социальной инфраструктуры для регионов Дальнего Востока выделено на 3 года более 93 миллиардов средств федерального бюджета. Эти деньги пойдут на строительство школ, больниц, детских садов, спортивных площадок и учреждений культуры. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.